Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска о темах. Безопасность сельхозпродукции под надежным контролем. Специалисты Россельхознадзора тщательно досмотрели крупные партии грузов на станции Нижний Бестях. От древних петроглифов до священного Исеха Якутия готовится представить свои уникальные объекты мировому сообществу. Он улетел, но обещал вернуться, и обещание сдержал. Любимец якутской публики Григорий Чернецов даст 2 концерта в столице республики в предстоящие выходные. В Казани завершается международный электроэнергетический форум «Энергопром». Это ключевая площадка для решения задач развития электроэнергетики и реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В работе форума активное участие принимает глава Якутии. Свои передовые разработки на выставочную часть привезли 20 регионов России, а также Беларусь, Китай и Кыргызстан. Пленарное заседание форума прошло под названием «Гойл.ро. Версия 2.0. Возрождение легенды». Это отсылка к масштабным проектам по государственной электрификации России в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, когда удалось ударными темпами перестроить систему энергоснабжения. Сегодня было очень важное и серьезное заседание нашей комиссии в рамках Казанского международного форума «Энергопром». Обсуждались в первую очередь вопросы, связанные с энергетическим машиностроением, с реализацией и первыми итогами нового национального проекта по энергетическим и атомным технологиям. Безусловно, мы видим необходимость усиления работы. Почему? Потому что нам к 1942 году необходимо вводить 88,5 гигаватт новой мощности энергетической. При этом, вот если мы будем работать такими темпами, как сегодня, то, к сожалению, мы результатов здесь не достигнем. И вот для того, чтобы повторить те достижения, которые были у Советского Союза при реализации программы «Гойл.ро», нам надо вообще перестраивать и систему управления, систему проектирования, систему надзора, строительства, в целом менять подходы к отрасли, в том числе в энергомашиностроении, чтобы добиться серьезных результатов. Колымский поисково-спасательный отряд службы спасения Якутии, отмечающий в этом году 10-летний юбилей, надежно защищает северо-восточную часть республики. На его обслуживании находится 5 арктических улусов, а бойцы первыми приходят на помощь при ДТП, паводках, происшествиях на воде и других чрезвычайных ситуациях. Сегодня отряд состоит из 10 высококвалифицированных спасателей. Каждый из них проходит специальную подготовку, чтобы оперативно и эффективно действовать в условиях Крайнего Севера. За прошедший год, 2025 год, у нас произошло более 20 происшествий. Из 20 происшествий у нас 10 составляет аварийно-спасательные работы непосредственно на трассе Колыма. И остальные несчастные случаи, связанные с выездом в состоянии алкогольного опьянения на плавательных средствах, как маломерные судна. На данном этапе у нас проводятся тренировки по беспарашютному десантированию. Отрабатываем навыки по спасению, по съему пострадавших непосредственно с крыш зданий, объектов во время паводковых работ. Специалистами управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии на железнодорожной станции Нижний Бестях досмотрено около 2500 тонн продукции животного происхождения, более 5000 тонн кормов и кормовых добавок и свыше 37 тонн рыбы и рыбной продукции. Основными регионами поставок стали Петербург, Амурская, Московская, Тамбовская, Курская, Брянская области, Алтайские и Приморские края. Нарушений правил перевозок специалистами управления Россельхознадзора не выявлено. Государственными инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха-Якутия за первый квартал текущего года на железнодорожной станции Нижний Бестях осуществлен ветеринарный контроль свыше 8000 тонн продукции животного происхождения, поступивших из других субъектов Российской Федерации на территорию Якутии. Специалистами управления Россельхознадзора досмотрено свыше 350 транспортных средств, также выдано более 200 ветеринарных назначений для ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств.
Мобильная бригада стоматологов работает в Усть-Алданском улусе третий день. Это пилотный проект, который организован при поддержке Минздрава Республики и главного врача городского стоматологического центра. Мобильная бригада состоит из детского стоматолога, стоматолога-хирурга и терапевта, а также 2 медсестер. Они с собой взяли все необходимое оборудование для лечения и удаления зубов. За 2 дня осмотрели более 120 пациентов. Сегодня в село Танда до обеда пришли более 20 пациентов. Осмотры, консультации, лечение зубов, осложненные формы, неосложненные и удаление. С собой привезли аутофлуоресцентную стоматоскопию для выявления онко, на начальной стадии. Для взрослого населения. Население очень радуется, очень хорошо нас встречают, очень довольны. Мы сами тоже очень довольны проделанной работой. Продолжается работа по включению уникальных природных объектов Якутии в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под руководством зампреда правительства Якутии Сергея Местникова состоялось заседание, где обсудили ход работы по составлению дорожных карт и план графиков по номинированию природных и культурных объектов. Всего в список претендентов вошли национальный парк Италык, природный заповедник Медвежьи острова, ресурсный резерват Колума-Чапанда, петроглифы Суруктах-Хая и национальный праздник Исэх. Программа мероприятий, разработанная правительством Якутии, предусматривает подготовку пакета документов для подачи заявок в международный реестр, а также активную работу с представителями международных организаций. Дорожная карта – это пошаговое действие по подготовке пакета документов, потому что это не быстрое дело, это не простое дело. Должно быть достаточное научное обоснование, должны быть исследования, должна быть оценка независимая и так далее. Все это требует достаточно много усилий, как со стороны научных сообществ, так и со стороны и органов власти. Все эти действия мы расписали в дорожной карте и будем по ним следовать. Наша задача сохранить и передать будущим поколениям историю, культуру этих мест и, конечно же, передать их в первозданном виде. В селе Бердигистях завершилась декада, посвященная 75-летию памяти Василия Васильевича Филиппова, доктора технических наук, профессора, первого президента Академии наук Республики, ректора Якутского государственного университета и члена-корреспондента РАН. Ученые, прибывшие на закрытие декады, подчеркнули, что такие события не только отдают дань уважения выдающемуся сыну народа Саха, но и способствуют развитию инженерного образования. В завершении состоялась церемония награждения победителей, призеров республиканских конкурсов и олимпиад, проведенных в рамках декады. Это еще раз подтвердило: научное наследие академика продолжает жить в достижениях талантливой молодежи Горного Улуса. Задача интеграции школ именно, и сельских школ, с учебными высшими заведениями и так далее, она должна быть поставлена на более высокий уровень, и должны мы начать готовить и даже, в большей степени, например, ориентировать наших школьников, чтобы они действительно получали инженерные, в последующем поступали на инженерные факультеты и институты. Принципиально новый шаг в подготовке кадров для горнодобывающей промышленности Якутии. Школьники Тампонского района стали участниками первого профориентационного проекта, который инициировал якутский филиал Полиметалла совместно с горно-геологическим техникумом и руководством района. Проект для реального старта в профессию начал свою работу осенью прошлого года. Специально для этого на базе горно-геологического техникума была оснащена учебная лаборатория для учащихся профильных классов. Сегодня в ней обучается 16 учеников с 4 школ района с 8 по 10 классы. Мы создаем такую систему, когда дети рассказывают другим детям, которые еще не поступили на данную специальность учиться, про то, как здесь вообще все происходит и как можно уже после школы выйти с какой-то профессией. И на самом деле те, кто после школы выходит, после, например, 11 класса с удостоверениями по профессии лаборант химанализа и уже достигли совершеннолетнего возраста, они уже могут быть приняты на работу в качестве тех же самых лаборантов. Горно-геологический техникум поселка Хандага заслуженно признан кузницей кадров для горной промышленности. Ее выпускники успешно трудятся на Нежданинском ГОКе и других предприятиях Якутии. Сейчас на данный момент у них идет
учебная практика. Дети осваивают навыки. Они будут сначала в этом году, мы им дадим профессию спектрального анализа, потому что школьная программа как раз-таки позволяет освоить навыки именно спектрального анализа. Именно на это делает акцент Полиметалл. В горной добыче квалификация всегда опирается на практическую подготовку. Чтобы еще больше заинтересовать подростков, в проект сразу включили встречи с экспертами из Полиметалла и посещение химических лабораторий СВФУ. Проходит все отлично, узнаем много нового. Пока что мы проходим теории, вот недавно была практика. Точно знаю, что в моей будущей профессии понадобится очень сильно химия, и вот я учусь. Я считаю, что очень сильно пригодится, особенно практика, потому что в школе практики особо нет, а в горно-геологическом техникуме я могу показать свои знания и отработать навыки. К концу учебного года лучшие выпускники проекта станут так называемыми целевиками якутского Полиметалла. А это будет означать, что вопрос с престижным трудоустройством практически решен. Режана Гармаева, Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Он улетел, но обещал вернуться, и обещание сдержал. Любимец якутской публики Григорий Чернецов даст 2 концерта в столице республики в предстоящие выходные. Солист Мариинского театра родом из Якутии подготовил насыщенную программу. В сопровождении оркестра певец исполнит как оперную классику, так и эстрадные хиты. Зрителей ждет еще и премьера. Впервые на сцене театра оперы и балета Григорий представит песню о малой родине собственного сочинения. Они выражают, наверное, его любовь к музыке, любовь к родине. Такие концерты достаточно сложные. Это не маленький концерт, да, и концерт полностью он сам исполняет, да, других артистов здесь нету. И он очень разнообразный. Такие концерты, конечно же, для исполнения являются не такими простыми, и поэтому это, конечно, показывает некий уровень профессионализма Григория. Лучших охотников Якутии наградили на торжественном мероприятии ко Дню охотника. Праздник, установленный указом президента республики в 2012 году, ежегодно отмечается в первую субботу апреля. За прошедшие годы праздник стал одним из самых массовых и почитаемых мероприятий, с воодушевлением отмечаемых во всех улусах и районах республики. Так, за заслуги в охотничьем деле наградили представителей отрасли охотничьего хозяйства, общественных организаций, ветеранов своего дела. Кроме того, объявили победителей конкурсов «Лучший охотник-медвежатник республики» и республиканского осмотра конкурса «Булчуцегене». С 2012-го стало много волков, и я стал на них охотиться. В год ловлю по 4 волка. И вот последние годы медведей тоже стало больше. От них много вреда. В год они уничтожают 10 лошадей и коров. На самом деле я на медведей не охотился совсем, но так как их много стало, начал с 2019 года. В этом году в одиночку поймал 9 медведей. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.